14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии вторглись в Абхазию. Так началась кровопролитная война и геноцид абхазского народа. Но абхазский народ верил в мирное урегулирование, и переговорный процесс начался с первых дней войны. О военной дипломатии во время войны поговорим с Нателлой Акаба, которая в те годы была депутатом Верховного Совета Абхазии. С начала войны в 1992 году вы тогда были депутатом Верховного Совета. Хотелось бы сегодня поговорить о роли дипломатии вообще в переговорном процессе, чего смогли добиться абхазские дипломаты на своем поприще. Вот вы помните хорошо вообще это время начала войны? В принципе, конечно, я помню. Я помню, как вот когда я была в Айтгылар, членом президиума, это вот только тогда я начала политикой заниматься. До этого я только вот преподавала в АГУ, была доцентом АГУ, преподавала всеобщую историю. А вот когда мне в Айтгылара предложили выдвигаться в депутаты, я выдвинулась. И, кстати говоря, у меня было 3 мужчины, конкурента, и я все-таки сумела победить, но это все благодаря Айтгылару, конечно. И тогда я уже стала заниматься политикой. И я вот очень хорошо помню, что в начале, когда вот мы стали депутатами, брат Сергея Мироновича Шамба, Тарас, который, к сожалению, ушел из жизни уже, Тарас Миронович, он прислал такие вот предложения. Поскольку вот уже понятно было, что СССР разваливается, он предложил, чтобы Абхазия инициировала, чтобы Грузия стала равносубъектной федерацией, и Абхазия стала членом вот этой федерации, ну, на равных основаниях. И мы надеялись, что с грузинами нам удастся вот этого достичь. И мы пригласили вот какую-то делегацию из Тбилиси, они приехали, там министр юстиции был, еще кто-то. И мы им сказали, что поскольку вот вы упразднили уже автономию, они же приняли новую конституцию тогда, и там уже не упоминалось ни Абхазия, ни Южная Осетия. И мы сказали, что тем не менее мы же все-таки это самостоятельная республика. Давайте сделаем Грузию равносубъектной федерацией. Но они тогда сказали, нет, даже не будем на эту тему говорить. И мы были, конечно, все шокированы. Ну, тогда мы стали как-то вот по-другому себя вести. Но в то же время вот лично я не думала, что начнется такая ужасная война. Ну, может быть, кто-то и Вот уже многие ощущал. говорят, что несмотря на то, что был 89-й год и была первая кровь, но в то, что война вот такая кровопролитная Такого не будет, не было ожидали, еще. да. Потому что все-таки не со всеми грузинами у нас были такие ужасные отношения. Но когда ввели вот эти грузинские войска, я тогда вот очень хорошо помню, как местные грузины стали кричать «Наши пришли!» и встречали их. То есть очень лицемерно, получается, себя повели. Да, они встречали их шампанским, цветами и так радовались. И мы тогда уже поняли, что ничего хорошего нас не ждет. Ну, сам переговорный процесс, можно сказать, начался с первых минут войны на Красном мосту уже тогда. Ну, это был совершенно такой безуспешный переговорный процесс, хотя Владислав Григорьевич пытался даже с Шеварднадзе как-то вести переговоры, но это ни к чему не приводило. Вы же знаете, что они здесь творили? Кстати говоря, и уже после окончания войны, когда я работала в Ассоциации женщин, мы стали собирать информацию у жителей Очимчира, мы стали спрашивать их, что они пережили во время войны. Они такие страшные истории рассказывали. И они, и еще ткварчальцы тоже. И мы были просто шокированы, как они даже убивали, они же не только воинов, но и женщин, стариков, детей. Ужасные вещи творили.
По поводу достижений абхазских дипломатов, Июльское соглашение считается одним из важнейших, да, документов. Абхазию самостоятельной территорией уже признают. Вот каким образом все-таки удалось добиться этого? Но есть мнение, где Владислав Григорьевич говорит о том, что вот этого соглашения не было бы, если бы мы не достигли бы успеха нашей армии. Чтобы если бы мы не побеждали бы, то и грузинская сторона... Кстати говоря, вот то, что мы побеждали, вот я лично убеждена, что это в основном благодаря помощи наших северокавказских братьев, потому что все-таки наш народ очень такой малочисленный, и тем более вот после того, как все эти всякие были военные события, и абхазы вынуждены были покинуть свою историческую родину. И, как вы знаете, сейчас во всем мире живет немало абхазов, в 53 странах, по-моему, насколько я знаю. И некоторые предполагают, что их численность может составлять до 1 миллиона человек. А у нас здесь, как вы знаете, очень малочисленное абхазское население. И тогда вот это, конечно, очень негативно повлияло на результаты войны, но только вот благодаря помощи нашим северокавказским братьям и еще казаки из юга России тоже вот пришли и нам помогали. И благодаря этому мы победили. Если бы этого не было, я уверена, что это была бы трагедия. Возвращаясь к переговорному процессу, в котором вы участвовали, вы какие-то яркие моменты, самые такие, на ваш взгляд, важные переговоры, в которых вы за рубежом... Вот вы знаете, Владислав Григорьевич мне поручил в 93-м, а потом и в 92-м, а потом и в 93-м, дважды поехать в США, и чтобы я там повстречалась с конгрессменами, и вообще постаралась как-то вот американцам объяснить, что тут творят грузины. И я попросила Лиану Кварчелли, она тогда в Москве находилась, но поскольку вот, я английским немножко владею, но Лиана в совершенстве владела, поэтому я ее попросила, и Владислав Григорьевич согласился, чтобы мы с ней вдвоем поехали. И мы поехали, и дважды пытались там как-то... Ваша цель была рассказать правду, то есть американцы не знали? Конечно. Кстати говоря, вот когда мы с Лианой встречались с этими американскими конгрессменами и рассказывали им, они были шокированы тем, что грузины творят в Абхазии. Но, к сожалению, это никак не повлияло, потому что все-таки они были, я имею в виду высшее руководство США, оно занимало и тогда, и сейчас прогрузинскую такую позицию. Для чего нужно было это делать? Вот мировому сообществу Владислав объяснять, Григорьевич, доказывать. Это была его инициатива. Он мне предложил, и я согласилась. И потом еще мы ездили с Тополяном в Госдуму России, там со всеми фракциями встречались. И, кстати, вот тогда депутаты Госдумы все очень хорошо воспринимали то, что мы даже такие демократические фракции и сочувствовали нам. Мы были в Абхазии 4 дня. И за эти 4 дня, безусловно, могли ознакомиться и с оценками абхазского руководства, и с оценками руководства в Тбилиси, с мнением наших военных, которые находятся в Гудаута. Можно сказать однозначно, произошла агрессия великодержавной нации против нации малочисленной. Оправдания этой агрессии быть не может. Хотя объяснений приводится десяток, крайне противоречивых и путанных. Применение оружия массового поражения, запрещенного Международной конвенцией, вот эта игла из объемного снаряда, примененные 20 числа, 20 августа против жилого массива, против Гоместа, не может быть оправдана ничем. И в этом отношении я надеюсь, что международная общественность спросит с господина Шеварднадзе, почему это происходит. К сожалению, это не повлияло.
тогда вот Россия нас так и не поддержала, по сути дела. И вы же помните, что после окончания войны они нас в блокаду посадили. Но это все из-за Ельцина. Да, политика Ельцинской России была такой в те годы. А когда вообще переломный момент наступил, когда все-таки Абхазию стали воспринимать? Вот Июльское соглашение в 1993 году, когда уже было очевидно, что абхазская сторона идет в наступление, абхазская сторона может победить, одержать победу, потому что несколько месяцев и победа за Абхазией была. Я думаю, вот все-таки то, что нам так помогали вот наши северокавказские братья, это все-таки оказало воздействие на российское руководство. Они не хотели, наверное, испортить отношения со своими там карачаевцами, черкесами, чеченцами, и они поэтому как-то поддерживали вот мирное соглашение. Представителем президента Бориса Ельцина в то время был Борис Пастухов, чья деятельность во время июльского и сентябрьского наступления называли челночной дипломатией. Переговоры проходили сложно, но закончились тем результатом, который, по-моему, будет очень полезен для того, чтобы окончательно нормализовать конфликт. А какой документ подписан? Очередной протокол заседания рабочей группы по военному вопросу. А на ваш взгляд, какую роль он сыграл в истории Абхазии? Ну, я считаю, негативную роль. Но явно вот он прогрузинскую такую позицию занимал. К сожалению, вот тогда вот у Ельцина не было таких объективных вот политиков из его окружения. Вот. Они просто, знаете, так ценили Шеварднадзе, но он же был такой прозападный, он на Западе тогда пользовался огромным уважением, и это на Ельцина очень влияло. Ну, а наш президент Владислав Ардзенко, тогда главнокомандующий, как воспринимали его на переговорах? Когда в сентябре, 3 сентября, по-моему, когда вот Ельцин пригласил Владислава Григорьевича и Эдуарда Шеварднадзе, и он был как бы посредником, но никакого вот результата так и не получилось после этого. Ну, наступил какой-то перелом, и действительно делегация Абхазии поняла, что уходить с такой нашей встречи ни с чем это невозможно. И она пошла на подписание. Но я должен сказать, что прежде всего, что я тоже подписал этот документ. Подписал его в силу того обстоятельства, что на территории Абхазии осуществляется геноцид абхазского народа, изгоняются оттуда десятки тысяч людей, русских, армян, произведены огромные разрушения в территории республики. Это колоссальный ущерб, и мы стоим перед лицом того, что наш народ будет, может быть, полностью истреблен. В силу того и соотношения сил, и тех средств, которые используются по отношению к этому народу. И сейчас, коль есть возможность в какой-то мере не допустить дальнейшего кровопролития, и появилась такая возможность, я тоже подписал этот документ, хотя отдаю себе отчет в том, какие значительные подводные камни есть под всем этим документом, что, в принципе, может привести к серьезным последствиям. И Владислав Григорьевич, когда приехал, он нам рассказывал и говорит, он только поддерживал Шеварднадзе. То есть явная была такая линия поддержки Грузии. А депутаты Верховного Совета, вот началась война, какая у них была задача, чем занимались депутаты, абхазские депутаты? Каждый вот делал то, что он считал нужным. Вот, например, меня восхищала деятельность Альберта Гаспаровича Тополяна, который инициировал создание 2 армянских батальонов. Ну вот Галус Трапезанян тоже вот в этом участвовал активно. Кстати говоря, его ранили там, и он стал инвалидом после этого. А сейчас, вот, как вы знаете, он депутат парламента. Ну вот армянское
вот это вот армянские батальоны сыграли очень позитивную роль, конечно. Я издавала книгу «Абхазия между любовью и ненавистью». Ну, правда, тираж, это было сразу после войны. Тогда Анкваб и Шамба Тарас, они в Москве находились, и они мне помогли издать вот эту книгу. Ну, был небольшой тираж. Ну, а потом еще через некоторое время я издавала тоже какие-то такие книги про вот эти зверства всякие. Кстати говоря, во время войны, я же в Гудаута всю войну находилась, и я собирала информацию об этих ужасных преступлениях, которые они творили в Очимчире, там, в Корчале. И в итоге по заданию Владислава Григорьевича я составила такой доклад для ООН. И мы перевели на английский и отправили его. Но, к сожалению, никакой реакции не последовало. И это очень удивляет как-то. Потому что мы-то все знали, что они нарушали все гуманитарные. Вот, кстати говоря, особенно вот возмутительно то, что они сожгли тогда Абни, то, что сейчас называется Абиги, потом архив, национальный архив, и всякие библиотеки, все они сжигали, и школы тоже разоряли. Но вот как-то вот никто на это человечество как-то не... Насколько я знаю, они отвечали так: здесь хранятся копии по поводу архива, оригиналы в грузинском архиве главном, поэтому ничего страшного. Кстати, после войны, вот мы когда каких-то участвовали в переговорах с грузинами, мы их просили, чтобы они вернули нам вот это. И они обещали, но в итоге так и не вернули, к сожалению. Наглядываясь назад, вот в то время войны, послевоенные первые годы, все-таки как вы могли бы назвать? Потому что многие называют это временем, несмотря на то, что это время войны, счастливым временем. Когда совесть была чиста, когда люди делали все, что могли, когда люди верили, это было временем надежды, временем тоже счастья. Для меня это было такое очень позитивное время, потому что тогда мы были таким единым народом. Не то, что сейчас, когда вот есть оппозиция, которая пытается как-то вот власть эту свергнуть, а тогда такого вот даже трудно было себе представить, потому что когда мы кого-то мы же Владислава Григорьевича выбрали в 1994 году президентом, и это было абсолютно, это единогласно проголосовали. Тогда депутаты все голосовали. И мы тогда были единым народом. Из интервью некоторых людей, я помню, говорили, что депутатов тоже просили баллотироваться. Не то, чтобы сейчас сами депутаты просят нас проголосовать, тогда депутатов просили выставить свою кандидатуру. Вот я же сказала, вот как меня. Я и не собиралась, я даже и не думала, что я стану депутатом, и у меня не было особого такого желания, но вот Сергей Шамба, он мой родственник, который возглавлял тогда Айтгылара, я была еще членом президиума Айтгылара тоже, и они там все решили, что чтобы я среди других членов Айтгылара стала депутатом. И, конечно, я не могла с ними спорить, и тем более, что мой отец, который тогда тоже был такой, он был политиком, Нури Раджабович Акаба, он тоже мне сказал: давай, становись депутатом, ты можешь пользу оказывать. И я не могла отказаться, и потом меня избрали депутатом, но надо сказать, что мне было приятно работать в парламенте абхазском. Нателла Нуриевна, о чем мечтали? Вот День Победы. Вы вообще хорошо помните этот день? Где вы были, как вы встретили этот день? Мы все были. Конечно, я была в Сухуме, и я была очень довольна, потому что моя семья вся, мои дети, и мой супруг, и мои все близкие родственники, все уехали тогда. Кто-то в Москву, а кто-то в Пицунду, они там находились, и я поняла, что теперь все вернутся, и мы будем с ними общаться.
Ну и слава Богу, так и произошло. О чем мечтали? Вы наверняка думали о будущем, каким оно будет, какой будет Абхазия. Вот. Ну, конечно, вот я тогда мечтала, чтобы Абхазия стала общепризнанным государством. Я думала, что очень многие страны, включая там европейские страны, США, нас признают. Но, как вы знаете, пока до этого еще не дошло. И мы должны как-то вот активизировать свою пропагандистскую работу, и мы должны имидж Абхазии улучшать. Но, к сожалению, пока вот у нас такого имиджа нет. Спасибо вам, Наталья Спасибо. Нуриевна, спасибо большое.